Благодарю вас. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, дорогие друзья, дорогие гости, рад приветствовать всех участников и организаторов 10-го юбилейного парламентского форума БРИКС. Здесь, в этом зале, присутствует также наш уважаемый гость, председатель Межпарламентского союза госпожа Тулия Эксон. Уважаемая госпожа Эксон, мы видим в вашем участии в форуме знак поддержки созидательного партнерства представителей законодательной власти стран и глобального юга, и востока, да и вообще всех стран, заинтересованных в конструктивном взаимодействии и сотрудничестве. Их инициатив по актуальным вопросам международной повестки. Тема нынешнего форума – роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности исключительно важна. И говорит сама за себя, подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого. Эти бриксовские принципы близки и понятны всем участникам нашего объединения, быстро растущего и обретающего качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире. Повторю, сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, и миллиардов людей на нашей планете. И уверен, внесете весомый вклад в решение вопросов социально-экономического развития стран БРИКС, в повышение благосостояния наших народов. И, конечно, сделаете все возможное для снижения международной напряженности, для формирования более справедливого, демократичного, многополярного и многостороннего миропорядка. Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный. И прежде всего потому, что усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого «золотого миллиарда». Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. И такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Прямо в лучших традициях классического колониализма. Это явная попытка подменить легитимное международное право, попытка создания монополии на истину в последней инстанции. А такая монополия разрушительна. Нарастает давление на всех, у кого есть своя позиция. Вопреки принципам международного права в ход идут силовое принуждение, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж. Мы видим и попытки ограничить прямые контакты законодателей, что противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества.
суверенному праву официальных представителей каждого государства отстаивать его национальные интересы. Поэтому сейчас кратно повышается значимость и востребованность коллективной работы народных избранников по созидательной повестке нашего объединения. Напомню, что главная цель текущего председательства России в объединении – создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников. Убежден, что действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным. С этого года число участников нашего объединения увеличилось до 10. Каждое государство самобытно, несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития. И Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы. Неоднократно отмечал, что БРИКС – один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который во все возрастающей степени отражает интересы и чаяния государств и глобального Юга, и Востока, и наших сторонников во всем мире, а количество их очень велико и постоянно возрастает. Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС. Ведем активный диалог в формате БРИКС плюс Outreach. Работаем над учреждением категории государств-партнеров. Один из приоритетов объединения – достижение позитивных перемен в мировой экономике. Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке безопасных и надежных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов. Особую роль в установлении более доверительных, прочных и долгосрочных отношений между государствами имеет налаживание и гуманитарных контактов. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас, уважаемые коллеги и друзья, в Россию, в Санкт-Петербург на 10-й юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится 12-14 сентября. По традиции, это всегда содержательный и откровенный разговор по самым важным вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. А наша северная столица, в которой мы сейчас с вами находимся, Санкт-Петербург, вновь будет рад гостям и из стран нашего объединения, да и со всех государств, которые стремятся к сотрудничеству друг с другом. Уважаемые друзья, дамы и господа, мы перешагнули экватор российского председательства в БРИКС. Идет непрерывная работа по всем направлениям взаимодействия. Политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, о которых я только что сказал. Так запущен регулярный механизм сотрудничества в транспортной сфере, в ядерной медицине. Успешно прошли спортивные игры БРИКС, в которых приняли участие атлеты из 82 государств. Разыграно 387 комплектов медалей. Мы и дальше собираемся наращивать темпы работы. До саммита БРИКС в октябре у нас запланировано еще много самых разнообразных мероприятий. Повторю, открытость, справедливость и равноправие – вот принципы, которые объединяют страны БРИКС. И роль парламентских форумов, конференции в их утверждении в мировой политике поистине огромна. Говорю это без всякого преувеличения. Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры. Но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется. И ваш форум, уверен, будет этому способствовать. Главное, что такие встречи уже зарекомендовали себя как пример доверия, взаимной поддержки и свободного диалога. Укрепляют авторитет самой организации и ее влияния в мире. Позвольте пожелать вам успешной, плодотворной работы. И, конечно, думаю, что у вас будет время, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом. Он составляет гордость России и является, безусловно, достоянием всего человечества.
Всего вам самого доброго и благодарю вас за внимание. Спасибо большое.